Здравствуйте, дорогие друзья, вы сегодня приехали к нам. Наша компания занимается в основном производством малых архитектурных форм, то есть скамейки, урны, также вот мебелью уличной, интерьерной. Создаем все, делаем, по-моему, все по техническому заданию заказчика. То есть вы приходите, говорите, что вам надо, а мы делаем. Идея сама по себе, скажем, не пришла, она зарождалась постепенно. Потому что в самом начале я вообще сидел на кухне, ножи точил. Потом на балконе, потом арендовали первый гараж с товарищем. Каждый занимался своим делом. И в какой-то момент мы решили мы сделать 2 табурета. Сделали, выставили их на продажу, и их купили в тот же день. И так мы начали, собственно, и мебель делать сначала. А потом дальше больше, как говорится, потом начали делать ларьки, там уже более большие объекты. И, как видите, до чего-то мы доросли, развиваемся дальше. Ну, в самом начале, как говорится, все начиналось с земли. Делали все, как говорится, все. Все технологические процессы от А до Я делали сами. А сейчас уже мы немного развиваемся, команда стала больше и уже, так скажем, перешли на более такие договора заключают, переговоры, счета, бухгалтерия, проекты. Ну, в общем, когда надо, и сам подключаюсь, работаю. Производство, знаете, чем отличается? Здесь ты результат своей работы получаешь то, каким ты его сделал. То есть плохо сделал – плохо, хорошо сделал – хорошо. Это не как, когда вот сидишь в офисе, что-то делаешь, да, и ты не видишь результата своего труда. Что-то сделал, там, отправил куда-то, ну и все, как говорится. А тут все зависит от тебя. Ну, в самом начале был у нас такой интересный заказ, который запомнился. Это в 2019 году мы построили мост, маленький мостик пешеходный в лесу. Вот это было интересно. Тогда было очень интересно, как бы. Вот представляете, затащить 2 180-х швеллера в лес, каждая длиной 12 метров, при этом не срубив ни одного дерева, перекинув это через речку. Ну и построить мост. Это было классно, да. Ну и в дальнейшем-то интересные заказы были, но первый запомнился очень хорошо. У каждого заказа есть свои сложности. Вот если работаешь на большой стройке, как бы объемы большие, сроки большие, много независящих от тебя факторов, потому что подрядчиков много, как бы тоже свои сложности. Может быть маленький заказ, но капризный заказчик тоже. Так хочу, сяк хочу. Тут тоже своего рода сложности. И там тяжело, может быть. Бывали у нас и морозные так работы, скажем, зимой бурили даже, там, на установка зимой. Успели мы сопли поморозить, как говорится. Работа есть работа, ее приходится выполнять, потому что бывают заказы, когда, ну, если даже большая стройка или что-нибудь, есть такое понятие, как сроки. И никто не спрашивает, минус 30, минус 40 на улице, надо успеть сделать. Найти вот то, что тебе нравится, это же пробовать надо, методом проб и ошибок. Потому что то, что тебе нравится сейчас, не факт, что тебе будет нравиться через 3 года. А если ты не попробуешь, и через 3 года это тебе будет казаться, что нравится. А попробуешь, скажешь, ой, это не мое. Команда
я считаю, тоже важна, потому что одному всегда тяжело. Вот один ты выше головы не прыгнешь. Вот ты один можешь что-то делать 3 часа, а вдвоем вы это сделаете за полчаса. Поэтому, ну, я считаю, что команда это очень важно. Вот. Даже когда ты заболеешь или что-то случится, твой компаньон может как бы продолжать ваше общее дело, затащить, так скажем. Либо в ответ наоборот, у тебя компаньон заболел, дело не встает, ты берешь все, как говорится, в свои руки и продолжаешь дальше. Я своим ребятам с команды всегда говорил, вот представьте, все мы были бы сварщиками, да. Никто бы дерево там не умел делать, что-то мы бы сидели бы, оградки варили. Ничего интересного. Моя любимая фраза это, ну, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть о том, что ты не сделал.